Так выглядит кишечник пчелы, которая слетала за водой и замерзла на морозе. Сейчас у нас 4 градуса. Это кишечники пчел из осыпавшейся семьи. Они наполнены пыльцой. Она на ощупь как мягкий пластилин. Каша такая. И ни туда, ни сюда. Не пукнуть, не вздохнуть. Вот для сравнения кишечники нормальных пчел. Эти пчелы просто замерзли сегодня. Замерзли, летая, не долетев до воды, или зачем они летали, пыльцы, нектара. В общем, вылетели и замерзли. А эти вот, которые осыпались, это подмор. Те, которые под ульем лежали, которые в улье, они вот все такие, с такими вот с такими грушами. Так, вот. Теперь видно хорошо. Вот такие груши у них в кишках. И поскольку это пастообразная такая смесь, то они ее никаким образом не продавить, ничего не могут. Каша. Каша. Густая, густая каша. Даже не размазывается. Вот такая каша. Что это значит? Почему это возникает? Ну, доподлинно это неизвестно. Но это первый признак пыльцевого токсикоза. То есть у меня вся летная пчела осыпалась от пыльцевого токсикоза. Говорят, что он вызывается какими-то бактериями, микоплазмами. Но доказать точно, что одно от другого зависит, невозможно. По крайней мере, когда пчел начинают поить, лечить препаратами от микоплазмы, тогда они более-менее выздоравливают. Я не знаю, там у меня осталось немножечко пчелы. Я их сейчас выпаиваю. А картина, конечно, вот такая. То есть остались пчелки на рамках, летной пчелы нету. Стоит банка у них там с сиропом. Жиденький, тепленький сиропчик. Я хожу и меняю им. Вот такие вот дела. Остальные пчелки у меня нормально летают. А вот это кто у нас? Тоже до чего-то не долетела. Алло, фокусируйся, пожалуйста.